Дорогие друзья, сегодня мы будем разбирать следующую тему. На прошлом уроке мы разбирали прошедшее время в его положительной степени. Сегодня мы будем разбирать прошедшее время в его отрицательной форме. То есть, когда мы хотели бы сказать, допустим, «я вчера не приходил», «я вчера не пошел», «я вчера не видел». Вот по типу этого. И здесь есть одна оговорка, как бы нам нужно два варианта прошедших времен. И будут две формулы. Вот она, первая формула, смотрите, мы берем опять же корень глагола, убираем букву «у», добавляем опять отрицание «ма», «ба», «ме», «бе», «па», «пе», и далее добавляем окончание прошедшего времени. И вот на примере, допустим, глагола «тюлеу» – «платить», мы сейчас сделаем, то есть «я не заплатил». И мы работаем сейчас по первому варианту. Будет звучать «тюле медем». Понятно, да, почему? Потому что «тюле» – это корень, он заканчивается на гласную, поэтому притягиваем «м». Слово из 7 букв «е» мягких, значит «ме», а не «ма». «Тюле медем». Переводится «я не заплатил». Теперь ты. «Сен тюле меден». Ты не заплатил. «Сес тюле меденес». И мы не заплатили. «Без тюле медек». И теперь он, они, она не заплатили. Это «ол» или «олар». «Тюле меде». Все. Друзья, и как бы твердый вариант, он пойдет уже через «ма», «ба», «па». Возьмем на примере глагола «карау» – это «смотреть». Смотрите, получается «карамадем» – я не смотрел, не видел. «Карамаден» – ты не посмотрел. «Карамаденес» – вы не посмотрели. «Карамадек» – мы не посмотрели. «Карамаде» – она не посмотрела. Друзья, это был первый вариант. Второй вариант, вот вы видите, здесь немного сложнее, но этот вариант используется намного чаще в разговорной речи. Смотрите, идет корень глагола, убираем «у», добавляем «ган», «кан», «ген» или «кен». И потом добавляем «жок». И потом в случае «я» это «пен». «Жок», «пен». В случае ты «жок сен», в случае вы «жок сес», если мы «жок пес». И если третье лицо, просто слово «жок». Друзья, и вот здесь самое сложное – это «ган», «ген», «кан», «кен». Как вы видите, буква «г» и «к» они будут твердыми, буква «г» и «к» мягкими. И, соответственно, «к» это или «к» она глухая, «г» или «г» звонкая. И давайте посмотрим, опять же, на примере глагола «тюлеу» – «платить». Смотрите. «Тюле» и что тут? Либо «кен», либо «ген». «Е» звонкая, «тюлеген». И потом «жокпен». «Мен тюлеген жокпен». Я не заплатил. Давайте «сен». «Сен тюлеген жоксен». Ты не заплатил. «Сес тюлеген жоксес». Вы не заплатили. «Бес тюлеген жокпес». Мы не заплатили. И теперь он не заплатил. «Ол тюлеген жок». Друзья, и теперь твердый глагол, глагол «карау». «Карау» – смотреть. «Мен караган жокпен». Я не посмотрел. «Сен караган жоксын». Ты не посмотрел. «Сес караган жоксыс». Вы не посмотрели. «Бес караган жокпыс». Мы не посмотрели. И «ол караган жок». Он не посмотрел. Друзья, первый и второй варианты имеют свои особенности использования, но на начальном этапе я бы рекомендовал их взаимозаменять. То есть
как бы использовать и тот, и другой вариант. Они оба могут в речи использоваться. По мере изучения казахского языка, по мере погружения в среду, развития слухового навыка, вы сами для себя определитесь, где какой вариант лучше использовать. Дорогие друзья, на этом будем прощаться. До следующей встречи.